С самого утра в разных уголках Грозного собираются толпы людей. Флаги и транспаранты – неизменный атрибут этого праздника, равно как и место встречи – площадь перед мэрией. Вначале все почтили минутой молчания память пассажиров рейса 9268, погибших 31 октября. В память о погибших объявляется минута молчания. Со знакомой всем горожанам и гостям столицы сцены сегодня звучат поздравления. Первое из уст министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В кровавом мраке, когда наш с вами народ во второй половине 90-х годов прошлого столетия встал перед чертой гуманитарной катастрофы, мы услышали проповедь великого богослова. Мы услышали слова великого Ахмата Хаджи. Он еще тогда не знал, что возглавит народ. Еще не возглавив народ, он стал отцом нации. И возвестя нам с вами, всем, независимо от национальности, аят из Корана, «Астаизу билля фа'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарруху», сказал он, словами из того же Корана, который сегодня охраняет глава Чеченской Республики, служитель Корана Рамзан Хаджи Кадыров. А сказано это было: и держитесь за веру Аллаха крепко, и не разъединяйтесь между собой. Это была самая первая межнациональная политика. И когда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров впервые в 2007 году стал руководителем нашей республики, первым его указом 9 апреля 2007 года стал указ о гармонизации межнациональных отношений. Отсюда судите, какую роль в единении России играет чеченский народ. Неприходящую и, может быть, сегодня самую главную, ибо 23 марта 2003 года завершился процесс федерализации нашей страны. Рамзан Ахватович на своих совещаниях, во время своих выступлений всегда говорит о том, что мы федеральная страна, что Чеченская Республика является частью этого государства, но она самобытна, как государственное образование. У нас есть свой язык, у нас есть свой герб, у нас есть свой флаг, у нас есть все атрибуты государственности, все органы власти, которые могут представлять нашу республику достойно, как на уровне федерального центра, так и в мире. Мы не должны стоять в стороне, когда русский народ ищет свою идентичность. Мы должны помочь ему. Мы должны помочь ему в этом выборе, ибо на нем лежит великая ответственность за 192 народа, которые призваны идти за ним по пути строительства единого государства. День народного единства – один из самых молодых праздников в стране. Ему всего 10 лет. Но его появление связано с событием еще 17 века, когда в 1612 году именно сплоченность народа позволила спасти Отечество и освободить Москву от польских захватчиков. Сплоченность народа сегодня демонстрирует и в чеченской столице, где собралось более 15 тысяч человек, представителей всех национальностей, проживающих в республике. Настроение у нас очень замечательное, прекрасное. Мы пришли праздновать этот праздник, День народного единства. Нас объединяет этот праздник, так как мы живем в дружбе. И политика нашего главы правительства направлена на то, чтобы мы жили в мире, согласии, в дружбе. Настроение присутствующих приподнятое, все улыбаются. Кроме того, площадь в центре столицы стала своего рода ареной и для множества спортивных соревнований. Принять участие в них мог каждый желающий. Праздничная программа сегодня содержала много выступлений официальных лиц. С поздравительной речью к присутствующим обратился и председатель парламента республики Магомед Даудов. Сегодня мы отмечаем один из самых молодых и вместе с тем важных праздников России – День народного единства, символизирующий сплоченность всех народов нашей огромной Родины, их готовность в ответственный момент, как единый монолит, встать на ее защиту. В наше непростое время, когда в стране приходится отстаивать свои национальные интересы в условиях непонимания и конфронтации с Западом и сложной экономической обстановке, фактор единства играет исключительную роль. Крайне важно, что президент России Владимир Владимирович Путин в своей внешней и внутренней политике демонстрирует отличное владение ситуацией и умением адекватно реагировать на вызовы современности. Результаты многочисленных опросов свидетельствуют, что подавляющее большинство россиян поддерживает своего лидера. И показательным примером в этом смысле является Чеченская Республика во главе с ее национальным лидером Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. В целом для нашего региона значимость единства, сыгравшего судьбоносную роль в переломный момент ее истории, действительно трудно переоценить. Мы хорошо помним, что лишь объединив и консолидировав
разрозненный народ, первый президент Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадыров дал Газват Обал Дуэльцин, повел его по пути мира и созидания. Наш национальный лидер прекрасно осознавал, что только единство может служить основой дальнейшего возрождения и развития республики, и время показало верность его выбора. За последние 15 лет в Чеченской республике не было ни одного случая конфликта на национальной и религиозной почве. Считаю это еще одним свидетельством верности нашего курса, нашей устремленности в многонациональную семью народов России. День народного единства еще раз хочу пожелать всем нам мира и благополучия на долгие годы. С праздником вас! В концерт под лозунгом «Мы едины» вошла еще одна молодежная акция «Один гимн, одна страна». Собравшиеся вместе исполнили гимн России. Магомед Ламаркаев, Руслан Балаев. Новости.